Так, Кызлар, смотрите, значит, что я вам предлагаю сегодня обсудить? Одно время была очень популярная тема, это обучение в Турции. И насколько я знаю, у меня просто много знакомых ребят, кто там учился, это была бесплатная история, да, там через вот эти томеры, через вот все истории. Давайте начнем с того, что вы расскажете немножко про то, где вы учились, то есть как вы вообще попали, или вообще как возникла идея учиться в Турции. Мгм. С кого начнем? Ну, у Да, нас отделений много разный Разные опыт. истории, да. Да. Я на бакалавриате училась уже по стипендии Тюркия Бурсвары. Отделение, насколько я знаю, по магистратуре. что По это этой значит? То есть стипендии. ты с нуля начинала учиться? Не, на самом деле у меня был год обучения в Крыму, так что у меня даже есть, наверное, с чем сравнить. Я год проучилась в Крыму, и, наверное, мне было недостаточно, мне хотелось чего-то большего. Вот. И на тот момент я услышала от друзей, которые как бы от своих друзей, которые там обучались, рассказали про эту стипендию Тюркия Бурсвары, То есть бесплатное турецкие обучение, стипендии. да? Да, это Мгм. абсолютно бесплатная программа, это турецкие стипендии, государственная программа, которая покрывает практически все расходы, наверное. Мгм. Вот. Перелет туда и обратно уже по окончанию университета выдают стипендию. На данный момент я не уверена, какая это сумма, но в 2014 году, когда я поступила, это было около 600 лир, $200, наверное, да, это дело где-то. 200, наверное, да? Да, 200, где-то может, приблизительно 300. $200. Это была стипендия каждый месяц тебе Да, выдавалась? ежемесячная Ага. стипендия. Помимо этого, они оплачивали медицинскую страховку с ЭГК в нашем случае, проживание, либо общежитие, либо определенная финансовая помощь в аренде жилья. Ну и, собственно, как бы оплата за обучение, то есть не приходилось платить за университет. Мгм. Вот такая вот all-inclusive турецкая А программа. что ты сдавала? Какой-то экзамен сдала? Как вообще это? Или там берут всех, кто желает? Подряд. Всех подряд. Язык. Вот у тебя язык был? Языка не было. Кстати, Так. вот год тоже языковых курсов предоставляла эта Это программа. Томер, да? Томер, да. Мгм. Мы подавались, вообще отбор проходил в двух этапах. Сначала мы заполняли анкету. А, Это твоя контактная информация, твоя успеваемость на тот момент, табели, твои оценки за 9, за 11 класс, мотивационное письмо, портфолио. И в случае, если тебя уже отбирают, Мгм. ты как бы проходишь на собеседование, и на собеседовании уже общаешься с представителями этой организации. А это здесь, да? Все происходит? Само собеседование? Да. Собеседование можно было пройти онлайн, либо поехать в посольство Турции, той страны, ну, от которой ты подавался. Мгм. А вы в один год поступали? Я поступила в 2013 году, сразу после школы, после окончания. На самом деле подавала сначала в местные вузы, прошла, проучилась 2 дня, и мне пришел ответ с Турции, но это была программа от конкретного университета, это частный университет, Ермида Кузмаис университет, в Стамбуле он находится. Там как-то своя личная программа была, что там много студентов были с разных стран, в основном это были тюркские страны. Мгм. А, Они могли подать тоже свои заявки. Первый как бы блок, первый отборочный, это было по оценкам, по аттестату, экзаменам, которые у нас были на тот момент. И если мы проходили по оценкам, они приглашали на собеседование уже в Стамбул. То есть только оценки, да, Да, первоначально? да. А языка тоже как бы Языка язык? не было. Ну, то есть Мгм. был какой-то базовый крымскатарский, Мгм. но это больше Прям по сильно наитию, базовый, да? чем, да, чем по сути. А смотрите, вот такой вопрос. Получается, что, ну, насколько я знаю, в Турции само высшее образование стоит очень дорого. И самим туркам не всем оно доступно. То есть не как у нас. После 11 все идут в ВУЗ. Там, как не учился, все идут в ВУЗ. А здесь, получается, если у тебя был частный вуз, он уже обычно дороже образования в частном вузе. И как? Это тоже программа работала? Это тоже программа, у нас была даже в некотором смысле больше покрытия, чем Туркия Бурслары. Мгм. У нас оплачивалось обучение, у нас было трехразовое питание, общежитие все покрывалось, опять-таки страховка То есть полностью все. полностью. Мгм. Стипендия была меньше, чем в Туркия Бурслары, но из-за того, что у нас и университет, и общага были
в одном месте фактически. Мы не тратились на вот... То есть никаких расходов по сути не было? По сути, не было. Потом мы переехали в другой кампус, именно общежитие, но у нас был сервис, который нас доставлял туда-обратно каждый день. И кроме того, в мой год у нас еще было покрытие перелета домой. Раз в год нам покупали билет туда-обратно. То есть ну и, соответственно, в этом ты плане, летала, да? да, абсолютно. Мне было комфортно и в плане физическом, эмоциональном, А психологическом. вот такой вот момент, ну, в принципе, все понятно. Когда поступают мальчики, все понятно. А вот как родители, ну, все-таки Хизбалла, Турция, огромная страна. Как вас вообще отпускали? Какая-то мотивация была или у вас какой-то паритет в этом плане был? Ну, на самом деле, это, наверное, зависит от родителей. Мои родители не такие консервативные, чтобы сказать нет, не нужно никуда ехать. Ну, в принципе, мне кажется, если бы я была другим ребенком, и они понимали, что я не сориентируюсь, не смогу справиться там со сложностями, которые возникнут, может быть, это было бы оправдано. Ну, то есть мои родители, зная меня, Да. понимали, что, наверное, стоит попробовать. Ну, у Адиле, я не знаю, как там ситуация обстояла. У меня было такое, что не моя инициатива была на самом деле учиться в Турции. У меня не было никаких таких мечтаний и планов. Это скорее инициатива была родителей. Они предложили попробовать, подать документы. И вот как-то с их пинка получилось так, что я попробовала, потому что, были сомнения в начале, что вот учеба за границей, это звучало как-то вот прям что-то такое, что вот не получится. Но в итоге все А сколько у вас в срослось, и семье, родители. сколько детей у вас в семье? Нас трое. Нас тоже трое, Ну, я я так и старшая. думал, что если что, еще Одного есть, да? можно. Если что, Расфоткать. можно, да. Если что, как бы, да. Скажите, пожалуйста, у меня тоже есть вопрос. Буйрус, пожалуйста. Я тоже готовилась. Машина времени. Если бы у нас была в распоряжении машина времени, вернуть тот год, 14-й год, 13-й год, приняли бы вы решение опять вот подобное же, да, поехать в Турцию, учиться там, получить то же образование или что-то бы сделали по-другому? Ну, знаете, вот так возвращаясь назад, по сути, мое становление, наверное, как личности, выпало как раз на тот период, когда я уехала, мне было 17-18 лет. Вот. И то, что я из себя представляю, наверное, в большей степени, это то, чем я стала, там, находясь, учась в Турции. Поэтому я не знаю, кем бы я была. Папа сейчас сидит такой. Я не знаю, кем бы я была, Зря. оставшись здесь, да. Не, ну понятно, ну конечно, конечно. Но это же все про самостоятельность получается. А вдруг вот так получилось бы? Ну, тяжело же было какое-то время или прям легко было? Нет, было сложно. Особенно первый год, когда язык понимаю, но ответить не могу. А ты не Это жалеешь? было... Нет. То есть, да, я согласна с Фериде, что это важные годы и важное становление, и то, что мы находились сами по себе, предоставленные вот каким-то обстоятельствам внешним, но при этом с ними справлялись и вот вышли по другую сторону, это очень повлияло, с одной стороны. С другой стороны, то, что мы изучили как бы другую культуру, взгляд со стороны получили, мне кажется, это очень большой нам вклад, большой плюс. Ну, про менталитет мы еще будем говорить, как бы это тоже такой интересный момент. А какие специальности у вас были? Вы вообще на кого учились? Куда поступали? У меня архитектура, но по-турецки это звучит «Ич мимарлык вечеврета СРМ». Вот именно мой факультет, на котором Ич? я обучалась. Внутренняя архитектура мгм. и ландшафтный дизайн. Мгм. Вот, собственно, и подход в обучении немного отличался в Турции. И, впоследствии те, которые учатся на этом факультете, они работают совместно с архитекторами. То есть, если в странах СНГ архитекторы как бы с дизайнерами интерьера могут вполне отдельно существовать. Там в основном это история про то, что они сотрудничают, и как бы вот такая совместная работа у них складывается, да. Мгм. Я историк по образованию. Историк по образованию? Ну, это интересно. А какую историю вам преподавали? В Турции такой интересный аспект. История преподается вот по отдельным городам. Если брать там основные, там Анкара, Стамбул, Кония, там идет разные профили обучения, скажем так, немножко. Потому что в Стамбуле это больше про османскую историю, в Анкаре это больше про анатолийскую историю беликов, Конийская это больше, да, вот тоже внутренняя, тоже там у них свой период немножко. У нас был больше упор на османскую историю. Ну, классический период. это, в принципе, наверное, логично, потому что Стамбул как витрина, да, получается? Ну, то есть база, это
османы. А почему такой выбор? Ну, изучать историю в другой стране, историю другой страны, как будто бы немножко, ну, как бы непрактично. Вы, кстати, думали возвращаться, или у вас были моменты там остаться, что-то двигаться? Ну, если честно, не кривя душой, на тот момент, когда я вернулась, у меня не было четкого понимания, останусь я или уеду. Скорее, я рассуждала так, что я побуду какое-то время, потому что, ну, все равно 6 лет не дома, хотелось побыть какое-то время в кругу близких, и потом я уже думала, выбирала между Турцией или Европой, но так сложились обстоятельства, мне пришлось и задержаться по определенным причинам в Крыму, и потом поступило предложение от архитектурного бюро, и, ну, наверное, проект за проектом я сама не поняла, как приняла какое-то неосознанное решение остаться. Вот. Ну, это в моем случае. Ну, как-то не возникало мысли, что это сильно разные какие-то материи, разные географии, может, потому что Крым всегда был близок, так или иначе, к Не, ну Османской да, империи. это я так Но у сказал, меня но было вообще такое, да. что вообще университет, когда я поступала, он был относительно очень молодой, он буквально в 10-м, кажется, году открылся, и факультетов было не так много. То есть можно было подать на две специальности, Мгм. и там из того, что было доступно, это был илихиат, теология, турецкий язык, литература, история, философия, и в том году открылось международные отношения, факультет. Меня все предлагали международные отношения, но я сказала, что там экономика, я это не хочу. Вот. И я выбирала между историей, был первый Мгм. вариант мой, и второе турецкий язык, литература. И я прошла сразу на историю, как бы Мгм. на собеседовании все удачно сложилось. И, в принципе, меня история очень даже устраивает. У меня мама историк по образованию, поэтому Ну, у нас получилась династическая немножко такая стезя. Скажи, пожалуйста, вот у меня сейчас возник такой вопрос. У нас очень мало достоверной информации по истории, касающейся крымских татар, да? Было ли такое у тебя, или сталкивалась ли ты, ну, может быть, вы работали с архивами какими-то? Есть ли в Турции, вот говорят, что есть информация, очень много информации о Крыме, о крымских татарах. Есть ли такое? Тебя это интересовало? Да, конечно, я работала некоторое время для своей магистерской работы. Я копалась в архивах турецких. В основном это была информация по периоду ханства, конечно, то есть там переписки, какие-то записи по по каким-то периодам и ханам больше, по каким-то чуть меньше, но тем не менее что-то да всплывает. И много, конечно, информации по диаспоре крымско-татарской в Турции, то есть их работе. Вот Это такое вот очень можно найти. интересно. То А есть что всякие... конкретно ты искала, что ты нашла? Я искала информацию по Карасу-Базару, потому что у меня магистерская моя касается вот именно этого города. Мгм. Это город, откуда мои предки. Мне было всегда очень интересно, и я как тему для дипломной взяла период на стыке с Российской империей, Мгм. скажем так, и вот Османской империи, Ну, когда конец еще, да, 18 века, да, получается? конец, ну, то есть у меня начиналось с 1750-е, и я Мгм. думала взять вот 100 лет период, М. 1850-е, Мгм. но получилось чуть-чуть дальше, где-то до 1900-х, потому Мгм. что там были информация по архитектурным некоторым Мгм. а, Это сооружениям, интересно. да, того периода. Ну, что-нибудь интересное ты узнала про свой город? Ну, такое, что, знаешь, не очевидно. То есть, ну, Я даже не знаю, откуда начать, то есть... не с Ну, собой, мы да? читаем. Да. Я, кстати, хотела бы сказать, передать привет папе, потому что предки со стороны папы, они харсубазарские тоже. И я всегда читаю, что было очень много мечетей. И даже вот на картине, да, Ну, на гравюрах на изображают, гравюрах да. очень много минаретов. Сейчас этих Ну, это мечетей понятно. А есть статистика, есть сколько было информация. мечетей? Да. Сколько было А, мечетей? Сейчас врать не буду, но больше 20 было мечетей, было вот примерно столько же и маале кварталов, Мгм. Ну которые да, вот, да. да, Мечети, маалей, ассоциировались, да, соответственно, да. чаще всего. То есть половина, ну не половина, но вот большая часть названий маале, они как бы вот именно
относились к этим мечетям, или были такие, которые по имени каких-то известных личностей, проживающих там, назывались. Да, да. Вот было много крымчаков, караимов. Это был торговый город изначально, поэтому вот всегда там было очень разношерстное такое Ну, как Стамбул население. сейчас. То есть Да, там он как сказать, бы... что там только турки, как бы, ну, это же неправильно. Нет, вот. И как бы самое большое, конечно, были крымские татары по населению, и там уже другие А вот все по кофейням родонические. информация есть? Встречается там? А, Бузахане, кофейни? встречаются, там как бы есть, ну, были и кахвехане, и бозаханелер, и еще разные там лавочки. Я сейчас просто... Забегаловки, да, всякие? Да. Просто знаешь почему? Вот смотри, почему этот вопрос интересен. На самом деле, ну, у нас же практически нет информации, то есть очень много информации утеряно. И я когда был в Стамбуле, я общался с Алимом, с историком, он говорит, что очень много информации, нужно просто идти, искать, копать. И получается, что вот сегодня, владея языком полноценно, да, ты можешь, вот, допустим, поехать в Стамбул, пойти там в нужную тебе библиотеку, какой-то в архив, делать запрос и искать информацию. Это нет каких-то там уровней допуска, там, каких-то родственных там связей, там, В документов. основном это вот подается какое-то заявление, прошение, что вот такой-то, ищу такую-то информацию по такому-то периоду. А, то есть И тебе даже так как-то... могут помочь, да? Да, ну я, насколько знаю, когда я обращалась, допустим, получается, регистрируешься в архиве, чтобы тебе дали пропуск, чтобы ты без проблем каждый раз ну, не говорил, зачем ты пришел. Там обращались разные иностранцы, там чаще всего арабы какие-нибудь, потому что очень много, для того, чтобы им предоставили доступ к информации о их семье в этом архиве. Не так давно, вот, когда я выпускалась из университета бакалавриат, в Турции открылась новая функция, у них есть Эдевлет, что-то вроде госуслуг, только более развито, где у них был отдельный такой блок информации, где ты мог посмотреть свою родословную там, Да, до да. определенного там, колена. Это всех или Это только всем граждан родные. жителей, или только граждан Турции? Ну, граждане Турции, которые зарегистрированы, то Да. есть такой доступ был предоставлен. А мы, например, и, можем обратиться? Ну, вот по своей семье, да, по крымско-татарам. возможно, ну, как бы я лично сама не пробовала, но может быть, потому что вот в 20-е годы прошлого века было очень много волн миграции, то есть я по своей семье знаю, что часть семьи, они поехали в Турцию, пожили там некоторое время, потом даже получили турецкий паспорт и потом вернулись. Как Похож, раз да, вот на что-то? перед Ну, что-то похоже. что-то какие-то моменты, да. Ну так Ну, это не точно, конечно, но Циклично. что-то, как будто где-то по видел. спирали двигаемся Да. некой. Что-то было. Да, вот такое, может быть, можно попробовать. Ну, всегда. Ну вот всегда смотрите. Всегда есть, пытаться. всегда Да. есть. Вот смотрите, я так понимаю, что когда вы ехали в Турцию, ну, языка не было, да? Ферида тоже не было языка, Нет, правильно? нет, совершенно. Да. И когда вы уже выучились, у вас уже был язык, я правильно понимаю? То есть тот язык, который тебе позволяет полноценно там в такси ехать, там сказать адрес, и тебя не обманут, да? Наболевший. Это реально наболевшее. То есть, получается, ты уже разговариваешь как местный человек, да? Местный житель. Расскажите немножко вот про этот период. Вот вы учили язык год в Томере, да? У тебя тоже был Томер? Расскажите немножко вот про этот опыт. Как так получилось, что вы за год освоили довольно-таки сложный язык в совершенстве? Ну, то есть на уровне такого native, то есть разговорного. Ну, если честно, вот вы тоже спрашивали, сложно ли было первое время Да. в Турции, как происходила эта адаптация. У меня она непосредственно повлияла на как бы вот этот год изучения языка. Я как бы в какой-то момент приняла тот факт, что я буду здесь учиться. Было сложно, потому что, ну вот я, видимо, 18-летняя, я переоценивала себя и думала, что я настолько сильная и независимая, и мне будет абсолютно легко. Но это было не так. И первый год я как бы отрицала и противилась этому обучению турецкому языку. Так что можно даже сказать, что я выучила турецкий уже будучи на факультете. Ну, и как бы, Доучивала, да, получается, уже? да, или учила, доучивала, или просто доучивала, не знаю, что из этого, но как бы
турецкий язык я знаю благодаря вот факультету в большей степени. Ну, хотя, может быть, я и ошибаюсь, потому что сдавая экзамен после Томера, Да. я очень хорошо, и мне даже пришлось договариваться с преподавателями, чтобы они занизили оценку, потому что если ты сдаешь экзамен выше там какого-то порога, то тебе нужно будет изучать турецкий еще в университете совместно с турками, более Почему? углубленный турецкий язык. Ну, вот такое вот было А, правило то есть после они Томера. понимают, что у тебя есть хорошие успехи в языке, и понимают, что тебя легче будет встроить потом в государство, да, ну, в Турции. Такая логика или нет? По сути, ну вот сама программа, она предусматривала, что после обучения вы возвращаетесь на родину. То есть это было одним из таких условий. Я не помню, это было прописано или нет. Кажется, да. Ну, то есть То есть вас не трудоустраивали, да? Не было нет. такого, что вы вот закончили, вы можете работать, мы вам работу найдем. Нет, можно было самостоятельно найти работу, но я не уверена, насколько это было законно, были ли какие-то прописаны правила в самой программе. Ну, потому что огромное количество друзей, знакомых работает в Турции. Вот. Но я думаю, что основной Оставаться. целью, да, мы были целью Турции в том плане, чтобы взрастить такие кадры, которые разбираются в специфике Турции, знакомы с ней, знают язык и так далее, и как бы потом уже налаживать какое-то сотрудничество, бизнес и так далее с Ну, Турцией. скорее всего, да. Если мы представляем, что в основном студенты это СНГ, по сути, это какой-то, ну, вы же едете туда и везете Турцию с собой, Мгм. даже тоже Мехмед Эфенди начинаете пить, да, то есть какие-то привычки, и уже, получается, часть турецкой культуры вы несете далеко за пределы Турции. Ну, в принципе, это как будто бы логично. Ну, то есть это речь не идет о воровстве кадров, да, ну, таком, в кавычках. То есть, когда они видят самых там талантливых и говорят, о, останься, вот здесь поработай, вот у нас хорошо. Мгм. То есть об этом речь не идет, да? Ну, скорее рекламная кампания такая, Пиар-компания, да? распространяющая, Как да. все хорошо, все классно. Ну, студенты, кстати, были со всего мира, не только с пост-СНГ стран. Абсолютно всему миру доступна эта программа, насколько я знаю. Мгм. Вот. А кого больше было? Кого было больше? Ты в Анкаре, да, училась? Да, я в Анкаре была, но у нас в Томере, в моей группе, по крайней мере, был абсолютный микс. Ну, то есть А почему Анкара? Почему не Стамбул, там Бурса? Говорят, очень такой студенческий европейский город. ну, Türkiye Bursları предусматривает, что вы, заполняя заявку, а, выбираете университеты и факультеты. Их было, кажется, 12. Кажется, 12. Из их числа 6 могли располагаться, ну, как бы это могли быть крупные города Анкара, Стамбул, Мгм. Измир. 6 остальных города как бы не такие Поменьше. крупные, поменьше, да. Вот. И уже после собеседования, после вашего общения с представителями этой организации, они как бы сами пытаются понять, в какой университет вас лучше определить. То есть Мгм. не было так, что вы выбираете единственный университет и поступаете или не поступаете на него, а как бы университет выбирал вас. Скажи тогда вот такой вопрос. Какой город лучше, Анкара или Стамбул? Ты в 6 лет в Анкаре же, да, была? Фериде? Сейчас Адиле скажет Анкара, я скажу Стамбул, да? Ну, у меня, честно говоря, Анкара такой город, который, мне кажется, невозможно не полюбить спустя какое-то время. Ну да, Ну, ты уже как бы привыкла к нему, уже такая думаешь, ну, У меня сестра, кстати, жила, училась в Эскишехире, и вот время обучения в Тумере я очень часто ездила в Эскишехир, пыталась вырваться как-то из Анкары. Анкара такой экономический центр, финансовый, Административный, да, да. административный. Но со временем ты понимаешь, что единственный недостаток — это нет выхода к морю, чтобы полюбоваться на море. А так Анкара настолько становится вот любимой, комфортной, уютной. Ну и как бы, как это банально бы не звучало, это, наверное, люди, которые тебя окружали все это время и как бы создали такую атмосферу в Анкаре. Ну, в Стамбуле более... А ты отделе в Стамбуле, да, училась? В Стамбуле, как я понимаю, что там ну, больше приезжих, больше иностранцев, и таким образом не такая вот обстановка, как в Анкаре, да? Мне получается? как-то мы более... У нас некая фраза, некая шутка была, что вот университет у нас весь город, получается. У нас университет еще был так расположен удачно в
дорожной своей развязки, что очень было легко поехать там к тому же Босфору или в другие районы. Это вот было очень легко, и мы постоянно этим пользовались, собственно говоря. Поэтому Стамбул люблю. Не, ну я бы, честно говоря, только Стамбул выбрал, вот честно. Мне кажется, ну если, вот я встречаю такое мнение, говорят, ой, ну там столько людей, такой шумный, там все. А мне кажется, что это наоборот классно. Ну, как будто бы в этом энергия какая-то есть. То есть я вот в Анкаре не был, но мне кажется, он такой ламповый, такой уютный, большой, уютный город, скажем так, для Ну, жизни. это столица. Тоже Ну, она как Астана там в Казахстане. То есть весь движ в Алмате, а столица Астана. Ну да, Такое же, культурная наверное, столица — похожее. это Стамбул. Вот. А так, допустим, вот я от Стамбула ну, не уставал. Мне У кажется, меня вопрос. крутой город. Помимо обучения у вас было время на получение каких-то дополнительных навыков? И какие навыки дополнительно вы смогли приобрести? На рынке работали, кстати? Пытались торговаться. Как получарш? У меня так совпало. Вот сейчас я уже понимаю, что я же говорю, год адаптации, он прошел более благоприятно для меня, потому что события сопутствовали. Например, в первую или вторую неделю я познакомилась с ребятами. Впоследствии моя подруга Сая, она говорит, вот есть кастинг в одну группу. На тот момент это был Ахмед Есеви Санат-Топул под университетом. Музыкальная группа. Да. Всё. И как бы в нее можно было попасть там, через кастинг. Участниками были ребята, самое главное условие, из тюркских стран. Вот. Ну и, собственно, мы пошли вместе с ней на кастинг, попали. И, ну, начиная с Томера, все последующие годы я как бы выступала, участвовала. Также у меня был опыт с одной группой. Это были ребята, они работали в посольстве Великобритании, и сами британцы искали солиста. Ну вот и какое-то время, там год, я с ними тоже репетировала, и мы вот А выступали. это денежная история или так, ну, движ? Ну вот Топулук, Ахмед Есеви Санат-Топул, они выплачивали стипендию своим Отдельно, участникам. да? То есть вот ты отдельную участвуешь? стипендию. Мгм. А с британцами это А просто, сколько вот стипендия? Ну, так, чтобы сориентироваться. если честно, я уже не помню, но кажется, это было около 300 лир. Мгм. Ну, на тот момент это были хорошие деньги. То Ну, есть, это было дополнительно твои карманные деньги, да? да, может быть, даже больше. То есть, если основная стипендия от Тюркия Бурсоры 700 лир, плюс там 300-400 лир от этого топ-лука. Да, это было даже ты не- больше, чем зарплата. А ты не у помнишь, вот некоторых в то время, выпускников? когда тебе 700 лир платили, а вот Мерджимек Шурба сколько стоил? Я не помню. Ну, Индекс- если что честно. такое? Ты знаешь, что он вывел индекс Мирджимек Шурба? Мгм. Ну, По а что? годам, да? Ну, не то, что вот сейчас, допустим, я общаюсь ну, в Стамбуле, они говорят, ну, сейчас стоит 50-60 лир. Мгм. Ну, это же статистика. Мы когда были, был 20 лир. У нас была немножко другая индексация. Мы всегда смотрели на тюркависы и тирамису. У нас почему-то вот А, такие ну, вот были. это всё-таки Да, и если вот чуть выше, мы так понимали, что вот заведение чуть покруче нашего уровня. Ну вот, кстати, мы когда были в Стамбуле, мы шли, получается, от своего отеля ну, в сторону Айя Софии и все, и видели, что по 50-60 лир стоила Мерджимек Шурба. И сразу же было понятно, чорба, да, и сразу же было понятно, что все блюда кратно больше. Допустим, там было Озледем Хараденис, такая классная кафешка, там, ну, условно говоря, стоило 20 лир, ну, суп, да, а здесь 50-60. И реально цены вот так и разнились. То есть там, допустим, какой-нибудь мы кебаб заказывали, он 70 лир стоил, а здесь там 200, ну, примерно. То есть это очень хорошо работало. И мы могли просто идем по незнакомому городу, просто посмотрев на Мерджимек Шурба, понять примерно, какой порядок цен. Но почему это было важно? Мы были с детьми, там, да, мы могли просто сильно пострадать, если необдуманно зайдешь куда-нибудь. Фериде, такой вопрос. Ты год проучилась здесь, в Симферополе, да, получается? Да. На таком же факультете? Я училась в КИПУ. Первый год это была основная такая база. Я даже, если честно, не помню, как назывался мой факультет. Ну, Я захотела это забыть Это или нет, я не инженерный? знаю, как это Инженерный работает. факультет? Нет, творческий. На факультете искусств. Факультет искусств.
На факультете искусств первый год я проучилась, и потом уже можно было выбрать себе специализацию, там, скульптура, веб-дизайн и так далее. Вот. Скажи, вот было ли у тебя, может быть, разочарование? Ну, вот какие у тебя ощущения были, когда ты приехала в Анкару, начала обучение в турецком университете? Какие были вообще вот первые впечатления? Разочарование, может быть, восхищение, может быть, тебе показалось, что все так же, в принципе, похоже. Разный универ, все-таки год уже какой-то же ты же можешь сделать оценку. Да, оценку сделать можешь. Определенно было иначе. Но я вот, как и сказала до этого, год обучения здесь мне показался слишком легким. То есть к экзаменам я могла подготовиться там буквально за 2 недели. Вот. А уже обучаясь в Турции, ну вот могу сказать про свой факультет, проект. В течение семестра ты делаешь этот проект. Если ты пропустишь 2 урока, то ты уже заметно выпадаешь, и тебе тяжело уже как бы в эту колею снова попасть и нормально закончить свой проект. Было очень сложно. То есть, если здесь я училась и за 2 недели закрывала там экзамены, Ну, ты это здесь вообще тоже, можно говорить? ты же не на, Озвучивайте. ты же здесь училась на искусстве, а там все-таки архитектура, это все-таки Архитектура немножко это другая история. сложнее, да, мне кажется. Но опять-таки там же можно было выбрать там специализацию тоже дизайн и так далее. У меня был дизайн интерьера, то есть внутренняя архитектура. С архитектурой там еще сложнее в Турции. Но такого количества ночей бессонных я не могу предположить, что они бы случились со мной здесь, например. Вот. А там много отчисляли вот студентов таких, как ты, приезжих? Как я приезжих. Ну, знаешь, такие вот приехали, все-таки совок, там вот наши универы, все Мгм. такие расслабленные, а тут раз там 3 пары пропустил и все, и приехал. Кстати, там история о том, что все студенты могут выпуститься в любом случае, то есть их не отчислят, ну, если у них там вообще неуспеваемость там ниже Не 2, у ходят, них да, допустим, вообще. ортолома, этот академический средний Средний балл, то их могут отчислить, но там есть такой момент, что, например, ты взял какой-то предмет и не закрыл его, не сдал его, он у тебя остается на следующий год. О, Поэтому жесть. там можно учиться бесконечно. Жесть. Вот. Ну, То есть диплом ты не получишь, пока все не нет, закроешь. нет. Жесть. Алло, она, ну, у нас не 5 лет, у нас 7 Я лет. сессию сдал, но у Да, меня ты еще мог 7 условно предметов. по одному предмету хвост носить за собой. Я просто помню первый курс, у нас был один общий предмет на факультет. Это была, кажется, история всемирная. Она была для всех вот факультетов, которые у нас были, общая. И мы пришли на первый экзамен в целом. И смотрим, как бы, в принципе, все лица знакомые с нашего потока, а вот несколько выделяются. И мы как бы спрашиваем, а мы точно в этот кабинет Да, попали? У нас здесь да. экзамен? Они такие, да-да-да, у вас здесь, мы просто пересдаем. Мы такие, а какой раз пересдаете? Говорит, 4-й. Такие, какая И причем перспектива. с каждым разом же его сложнее пересдать. То есть ты забываешь все равно Да, что-то, тебе что-то. приходится Это по ужас. новой это вспоминать. Ты дополнительные навыки какие-то приобрела? Вань. Выживание? Готовка, да? Нет, готовка у нас была все трехразовое да, питание, ты у нас не говорила. было возможности поготовиться. Вот за этим иногда скучала, что вот А нельзя было нормальная еда что-то. была? Что именно? Еда нормальная была? То есть, ну, Ну, Привыкали. булгур, Мы мерджимек. привыкли. Ты же помнишь. нет, ну, мерджимек, понятно, но все Пиляв, равно. Пиляв. как бы, да, все. Ну, таух пиляв или просто рис Когда покрашенный? как, Понял. когда как. Иногда этот куру-фасолье, там что, скажем так, Куру-фасолье. свыше. Тебе бы понравилось. Что-то на Юля. французском, по-моему. Слушай, вот расскажи немножко про вот эту группу, когда ты пришла на этот кастинг, это все-таки интересно. У тебя музыкальная откуда вот эта вот гитара? Это ты научилась? Ну, я с детства пою, закончила музыкальную школу. Какую? 4-ю. Музыканты Будённость. едут. И, кстати, ну, родители наблюдали за мной вот эту склонность к творчеству, к музыке в частности, и нам хотелось, чтобы я училась в музыкальной школе, но на тот момент я не хотела. Я была таким ребенком, который, наверное,
Самостоятельно. Приходил ко всему сам, да. Но родители, огромная им благодарность, они во всем всегда поддерживали. И вот спустя какое-то время я поняла, что я хочу в музыкальную школу, окончила музыкальную школу. В Симферополе, кстати, я тоже училась в музыкальном ансамбле «Бульбулер». Ну и, собственно, там подвернулась такая возможность продолжать какую-то музыкальную творческую деятельность. А вот на этом кастинге, ну, когда там тебя пробовали, ты помнишь, какую-то песню сыграла, спела? Нет. Так, после сегодняшнего подкаста мне нужно будет начать, наверное, принимать какие-то таблетки для улучшения памяти. Не, ну слушай, мне кажется, что если бы я поехал там в какую-то чужую страну, там, в какой-то город, и сидел бы там перед кем-то и играл, я бы запомнил, что я за тему сыграл. Ну, как будто бы это важно. Я пела какую-то крымско-татарскую песню, но что это было, я не помню. Давай что-нибудь сыграй, пока я сейчас начну кофе варить. Что-нибудь Музыкальная пауза. из репертуара, да. Так, Так, раз у нас сегодня турецкая тема. да, давай, открывай открывашку. Sen beni boşuna hiç kalbinin oraları koyma. Kollarını bana sarma, kalamam oralarda. Sen de gül eğlen öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta anlık bir buluşma. Lay 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 ben de böyleyim. Lay 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 hep de böyleydim. Geçmişe gitmem küsüm gözyaşlarıyla. Daha güçlüyüm ben, hatalarım var. Beni kendi yoluna çağırma, benim yolum başka. Gittiğim yerim başka, yokuşlarım başka. Lay 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 ben de böyleyim. Lay 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 hep de böyleydim. Karanlıkta yanabilirim, boşlukta durabilirim, düşmem be, kanatlarım var ruhumda. Geldiğim gibi gidebilirim, aşktan vazgeçebilirim, zincir yok ki benim boynumda. Sen beni boşuna hiç kalbinin oraları koyma, kollarını bana sarma, kalamam oralarda. Sen de gül eğlen öyle acıklı konuşma. Hayat ne ki sonuçta anlık bir buluşma. Lay 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 ben de böyleyim. Lay 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 hep de böyleydim. Karanlıkta yanabilirim, boşlukta durabilirim, düşmem be, kanatlarım var ruhumda. Geldiğim gibi gidebilirim, aşktan vazgeçebilirim, zincir yok ki benim boynumda. Слушай, я сразу вспомнил, мы просто одно время очень много слушали Зения Бастык, ты, наверное, знаешь эту исполнительницу? Да. И у нее очень много таких видосов, где она сидит вот так вот, ну, и с кем-то исполняет. Почему-то вот по атмосфере Напомню. похоже, да? Почему именно эта песня? Вот я ее слышала, ты ее исполняла на квартирнике Мгм. здесь, да, в Бахчисарае. И там такие слова, ну, наверное, все поняли, да, вот я такая, и ты меня не изменишь. Это про тебя? Это что за протест, манифест такой? Это про тебя? Вот, ну, они близки тебе, эти слова? Ну, честно говоря, не задумывалась об этом, но раз уж мне нравится песня и ее смысловая нагрузка, значит, что-то там откликается. Вот. Не сказать, что я такой человек протестный. Вот. Это, наверное, скорее вопрос к людям, которые меня знают хорошо. Но песня мне определенно нравится. Я помню, на гитаре я начала играть относительно недавно. И на тот момент, когда я еще не играла на гитаре, мне всегда нравилась эта песня, я хотела ее выучить. Ну и первое время, когда ты только начинаешь учиться на гитаре, это довольно-таки сложная песня, как бы вот этот ритм отыгрывать и петь одновременно было для меня сложно. И уже когда я более-менее осилила гитару, смогла сыграть, вот решила ее исполнить.
То есть в универе ты ее еще не пела, да? Ну, не играла на гитаре? Нет, я вот так прям усиленно играла на гитаре, начала заниматься во время ковид, да, в Ну, Турции. то есть ты как раз из тех, кто время не потерял зря, да? Обучалась на фортепиано, да? Вот Да. как и все, как обычно. И еще такой вопрос. Карьера, ваша сегодняшняя карьера, вы уже работаете, да? Ну, у историков у вас немножко есть напряжно, какой-то Я немножко сменила. направленность, да? Карьера. Вот хотелось бы узнать по карьере, у вас есть какой-то план вообще, по которому вы движетесь, или вот все как по течению, как вот сложится, вот так оно и будет? Таких вот амбициозных планов нет. Аделе, Фериде, Аделешка, на да. кого падает стрелка? Ну да, я историк по образованию, но по профессии, по работе я переводчик сейчас. Как бы, Ну, Коллега. турецкий, да, получается? чего только нет, скажем. Это интересно. Тут мы Ну, я пытаемся с работаю в одним бюро. языком как-то этот... Я просто работаю в бюро переводов, чаще всего это однотипные там документы, там паспорта, свидетельства и так далее. В принципе, прям А ты сильно апостиль делаешь, да? глубоких. И Апостиль делаешь? апостиль в том числе, да. Этим мы тоже занимаемся. Это чаще всего английский, турецкий, там какие-нибудь тюркские языки, в том числе Узбекский. как-то так, да, узбекский, туркменский, кыргызский. Ну, как бы с чем придете, с тем и поможем. Вот. А что касается истории, ну, как бы история для меня до сих пор важна и интересна. Я бы очень хотела в этой сфере тоже что-то, чем-то заняться углубленнее. Обязательно когда-нибудь и до него доберусь. То есть, ну, как бы у меня есть определенные наработки, потому что я изучала и писала во время учебы. Хотелось бы все-таки довести это до ума, возможно, вот представить на суд крымского читателя в том числе. Хороший Смета. план. Хороший план. Фериде? Ну, я по большому счету применяю полученные навыки, вот, образование, которое получила. Работаю в архитектурном бюро. Вот, и, в принципе, мы, кстати, тоже вспоминали, когда какие-то вот моменты там в Турции там смешные и так далее, тоже думала, рассказывать или нет. Ну, конечно, рассказать. Конечно, расскажи. Есть ли у вас цензура? Цензуры нет. Почти нет. Ну, давай рассказывай, что там было. Вы снимаете? У нас все пишется. М. У нас все под запись. Ну, это даже, наверное, скорее не с незнанием языка связано, а с Особенности дефектом. турецкого. Да, особенности турецкого и с моим дефектом речи. Я в некоторых там словах не произношу «э». И, в общем, у нас преддверие финальных экзаменов, буквально там неделя остается до финальных экзаменов, мы получаем критику. Каждую неделю у нас была критика, это уже критика перед финальным экзаменом, когда нам говорят, что изменить окончательно. И преподаватель, вот у нас там вытянутый огромный стол, преподаватель сидит, и ты к нему подходишь со своим проектом, он смотрит. Ну, в общем, он так склонился и говорит, что все отлично, но тебе вот этот вот блок нужно подвинуть сюда, поменять, отзеркалить, и все будет вообще потрясающе. И как бы ассистенты, студенты, я в том числе, мы все понимаем, что как бы отзеркалится, но при этом ничего не поменяется, но поменяется все. То есть нужно будет переделать все чертежи, макеты и так далее. И я как бы стою такая раздраженная, и для того, чтобы уточнить, я у него спрашиваю «Ханги би блок?» И Ну, как будто бы понятно, да? В целом картина ясна. надо но- было сказать «блёк». Ну, это было уже после отработано мной, я поняла, что нужно произносить все по-французски, где есть буква «ле». Вот. И преподаватель тоже как бы в шоке сначала посмотрел на меня, смотрит на проект дальше, там делает какие-то заметки и уже не глядя ни на кого спрашивает «Бана не богдетин». А я в шоке смотрю на всех студентов, на него и думаю, кто же из них осмелился сказать. Благо у А меня... ты сама не поняла, да? Я не поняла. Ну. М. И вот подошел одногруппник, тоже русскоговорящий, Абдула, единственный на факультете, мой друг, и говорит, Фериде, говорит, я, конечно, все понимаю, там, разозлилась, нужно неделю не спать теперь, но не бог да. Вот, потом пришлось объясняться
перед А они преподавателем. ругаются, да, тогда? Ну, то есть они используют это слово как ругательство там? Или это просто такое нейтральное слово? Ну, как бы это... Ну, бог они говорят или нет? Нет, я так думаю, ну да, использую просто в контексте. Если что, Depends, запикаете да? или вырежете вообще эту часть. Не, ну это было интересно. А еще языки есть какие-то у вас? Ну, помимо там турецкий, что-то еще изучали в универе, там, как факультатив? Французский, допустим. Нет. Кстати, ну вот была возможность выбрать любой язык в качестве сечмели. Вообще система турецкое образование потрясающая. У тебя есть определенное количество твоих обязательных зорунву предметов и сечмели. То есть это может быть и языки, и спорт, Ты вплоть до сама выбираешь, плавания. да, как пиццу себе собираешь? Да, да, да. Ну вот из числа сечмели дерсов. Зоруну это то, что ты должен получить в Обязаловка. течение там твоего обучения. А, Что но ты выбрала? Ой, я выбирала в основном то, что было связано с моей специальностью. В первый год, кстати, это была моей ошибкой, потому что, ну как сказать, у каждого студента есть данышман, человек, ассистент преподавателя, куратор, либо преподаватель, который помогает ему составлять всю программу обучения, выбирать эти предметы. Я уже не помню, опять-таки не помню, каким образом я упустила этот момент и выбрала предметы из числа сечмели сама, которые были связаны с моей там деятельностью, специальностью, ни плавание, ни французский. И оказалось, что предмет один, который я выбрала, он мог идти только вместе с проектом второго курса. И, собственно, вот зимой я понимаю, что мне нет смысла даже заходить на этот экзамен. Я уехала, не сдавая этот экзамен, единственный. И это потом впоследствии оказалось проблемой, потому что на сечмели дерсы, которые, ну, уроки, которые ты выбираешь, ты мог не заходить на экзамены, не сдавать их. Главное было обязательно их сдавать. И уже впоследствии, после того, как я не зашла, они ввели правило, что нужно обязательно входить, отрезали мне стипендию там, на 25% или на 50%, я уже не помню. Это прям персонально тебе санкции были? Да, да, я попала под санкции. Когда еще не Как было тебе мейнстрима? было сложно вообще это пережить? 25%. Ну вот стипендии хватало всем, стипендия была хорошая, но для студента архитектурного, для студента дизайнера интерьера было тяжелее, потому что у нас очень много материалов, которые Расходников было. стоили, да, И вы сами все покупаете, расходники? да, да, да. Ну вот эта вот программа не была продумана, А, ну отражалось немного. Есть ли у тебя какой-то план, или ты действуешь идешь по течению в плане М, карьеры? На данный момент скорее по течению Черного моря, вот. На данный момент, наверное, так. Но мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится моя специальность, мне нравится мое дело и то, где я работаю. Поэтому, наверное, это какое-то такое течение. То есть плана на пятилетку на данный момент нет. Но, по сути, он должен быть. А ты можешь, допустим, вот сейчас просто взять, сесть в самолет, полететь там в Стамбул и найти себе работу? Я думаю, да. То есть у тебя же диплом местный, да, то есть у тебя есть язык, и ты можешь... А вот ты не делала себе икомет, вот эти вот все донемы всякие? Ну, в момент обучения в Турции у тебя есть Оренджи комет, это студенческий вид на жительство. А вот это, вы, наверное, спрашиваете про Узундонем, вот Узундунем. сейчас, который... Нет, Узундунем я не делала. Еще вот такой вопрос: семья. Подожди, до того, как ты задашь вопрос про семью, я сейчас спрошу, ну, во-первых, кофе будет немножко крепче обычного, вы сразу не пугайтесь. Ну, вот вы молодые девушки, учитесь в университете. Ну, в университете там, наверное, помимо девочек и, ну, ребята же есть, да, парни там, все. Были такие, ну, я понимаю, что вы замуж не вышли, а были такие случаи, что вот студентки выходили замуж Турции. за местных турков и оставались в Турции? Не совсем у вас корректная информация. Аделя уже успела выйти замуж. Я Он знает. ничего не знаю про эту жизнь. Он спросил про Турцию. Турцию. А, Турецкий в парень. Турции. Турции я не выходила, нет. В Турции я тоже не выходила замуж. А здесь уже второй раз. да? Как бы так получилось. Нет, если честно, Сейчас муж сидит такой. Так. если честно, когда я забирала документы из ХИПУ, я очень долго не могла их забрать. И впоследствии, когда я их забирала, ну,
как бы мне сказали: зачем тебе Турция, ты там замуж за турка выйдешь. Ну, в Это общем, как местная страшилка, все этим пугали. да, и родственники, и как бы и родители. Нет, родители никогда не думали, вот родственники почему-то были всегда уверены, что это история об этом. Но не знаю, ну у меня даже не было опыта там общений, там встречаний с турками, и как бы а, не было такого целенаправленного. Наверное, кто вот поступает, все равно они как-то, мне кажется, об этом думают, что, ну, такая возможность, может быть, есть там. Ну, у всех же разный план на жизнь, правильно? В этом плане. Теперь мне можно задать Да. вопрос? Ну, вы можете кофе попробовать, это, чтобы не захмелели. Смотрите. Я, кстати, пью очень крепкий, так что, может быть, даже ваш крепкий окажется слабее того, который я обычно пью. По-моему, сейчас утонет. Ну, он получился крепче обычного. Вполне, да. Крепче обычного получился, потому что я его долго варил, как суп. Так, задавай. Я хотела задать вопрос про семью. Уже встретившись с вами здесь, выяснилось, что Адилешка замужем, да, и причем вот только Вот-вот. неделю замужем. Вообще такой вопрос, вот тогда, Фериде, к тебе. Семья, твоя семья, понятно, у тебя есть семья, есть родители, да, Аллах ашкур. Твоя семья, у тебя есть какой-то план, или ты об этом не думаешь и тоже плывешь по течению? Вы имеете в виду план создать свою семью? Да, свою семью. Ну, конечно, ну, в числе там приоритетов у каждого человека, наверное, приоритеты разные, но карьера, наверное, на втором месте. На первом месте все-таки в приоритете семья, ну, семья, которая у тебя есть, семья, которую ты создаешь в процессе жизни. Так что в планах есть. Ну, то есть ты не такая, да? Я карьеристка, все, пока... Нет, я не из числа таких, но почему-то родственники думают, что я как раз-таки, да. Ну, то, что думают родственники, и то, что думаем мы, это две разные разницы, да. Да, и то, что мы сами на самом деле себя представляем, это вообще третье, да? Ну, как правило, потому что, ну, все-таки, наверное, твоя ближайшая семья, наверное, имеет значение, по большому счету. Они же Да. в курсе дела, а родственники, они все равно наблюдают со стороны. Да. Искаженная информация чуть. Диле, как у тебя ощущения? Неделя семейной жизни? Замечательно. Пока замечательно, да? Все хорошо. Крымский татарин? Машалла. Как можно такие вещи? А вдруг он грузин? Нет, мы Сейчас бы сейчас... сидели бы в паузе. Неловко получилось. Если что, есть гитара. Если что, можем вырежем. заполнить музыкальной паузой. Музыкальная пауза, да? Расскажите мне вот такой момент. Вот ментальность, да, такая пресловутая ментальность, про которую начинаешь понимать, когда выезжаешь из дома. Пока ты живешь дома, ты не знаешь, что такое ментальность, потому что ты пребываешь в рамках одной ментальности. Вот вы приехали в Турцию, да, у вас есть опыт жизни в Турции. Что вы поняли про турков вот в их плане, их ментальности? Вы вот с местными общались, вот кто именно прям местные турки? Что вы поняли? Вот там девушки, вы с девушками общались. Что вот у них с ментальностью? Какие это? Что это за люди? Так, чтобы раз, два, три про ментальность турков. Ну, в любом случае общались. У нас на факультете, в университете основная масса это были турки, местные. Ну вот что можно сказать? Я, например, сталкивалась только с хорошими людьми, с хорошим отношением к иностранцам. Они очень благосклонны, то есть турки любят иностранцев. Вот. Ну и, кстати, история про то, что там обмануть и так далее. Я впервые столкнулась с этим вот летом в этом году. Это был первый случай, ну, Ну, в надеюсь, Стамбуле, последний, в в Стамбуле, Стамбуле, да. ну, естественно. В Анкаре все нормальные. До этого я ни разу с этим не сталкивалась. А что за обман был? Мы с аэропорта выезжали. Ну, и там можно было дождаться сервиса, и как бы по стоимости, в принципе, это было так же, как нанять вот машину. Мы с родителями ехали, и мы решили нанять вот этот минивэн. В итоге он назвал нам вначале одну сумму, по итогу мы едем, общаемся с ним, обсуждаем 1, 3, 10. Тут мост. Он говорит, за мост как бы отдельная плата.
И он называет, ну, я знаю, что как бы за проезд каждого моста там взимается определенная сумма, которую как бы автоматически на машину они зачисляют. Но он назвал сумму, которая в 5 раз превышала проезд моста. Я быстро открыла, посмотрела, сколько это цена, сколько стоимость за проезд этого моста сейчас. Ну и как бы мне было так обидно, если честно, потому что Вы я заплатили? впервые... Нет, мне было очень обидно, что меня впервые хотели обмануть, при том, что у меня хороший турецкий, я как бы... Ну, а родитель-то, он же понимает. Ну да, но в итоге я как бы человеку сказала, говорю, ну, на самом деле проезд за этот мост вот стоит столько-то. Как бы можно было бы, в принципе, наверное, отдать эти деньги, но это история о том, что ты Это добровольно... Это принцип. Не, Да, не, это не. был принцип. Не-не-не, тут такой, так, наоборот, нельзя. Ну вот знаешь, я почему говорю про этих таксистов, на самом деле это настолько большая проблема, и сейчас вот в Ютубе ролики, которые касаются Турции, каждый второй ролик это про таксистов. И у нас тоже была ситуация, вот мы когда ночью уже ехали в аэропорт, приехал таксист, но мы по Uber вызывали его, приехал, и он говорит, можно я скину, отменю, типа заказ, чтобы не платить таксу, вот эту такс, да? Я говорю, ну, без разницы, ну, ты нас довезешь, да, там, я не помню, там, 400 лир, что ли, 400 ну, лир, не да. помню, по-моему, 400. И мы сели, все, едем, а это ночь, там, 2:30 ночи. Едем, 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 и в какой-то момент я вот так посмотрю на зеркало, а там 600 лир уже, а мы только тронулись. Я смотрю, думаю, типа, что это такое? Ну, он не, как будто бы не выключил счетчик или что. Ну, конечно, работает. Я еду, я начинаю ему, моя, твоя, объяснять, типа, ну, что это такое? Ну, он говорит, он так, знаешь, раздраженно. Типа, что ты не смотри туда. Мы же с собой договорились, мол, так раздраженно начал разговаривать. Ну, ладно. Я всю дорогу ехал. Я думал, что вот сейчас мы сейчас приедем. Он нам 1200 лир накапало. Он сейчас вызовет полицию, нас всех положат в пол, и я все равно заплачу эти деньги. Знаешь, как злостный неплательщик. Ну, по сути, да, ну, приехали, вот счетчик, пожалуйста, что ты не видел, что ли? Но уже такие мысли, потому что мы за 3 недели, у нас столько раз нас кидали, ну, обманывали и там, и тут, и тут. Уже хочешь не хочешь, напрягаешься все равно. Тем более у нас языка нет, нормально поругаться не можешь с человеком, понимаешь? Ну, ты можешь поругаться на своем. Да. Ну, в общем, На крымском какой-то, знаешь, татарском. неприятный вот этот осадок, неприятный очень. Поэтому такое. Ну, а вообще, по ментальности, что там, что вот еще? Вот, я так Отделяешь, понимаю. может, ты поделишься. Ну, я с турками фактически с самого начала очень тесно общалась, так получилось. У меня через родителей знакомые, которые также в некотором смысле работали в университете сначала, в котором я училась, потом оттуда ушли, но тем не менее там оставалась его дочь, с которой я вот с самого начала познакомилась, и мы до сих пор как бы общаемся, дружим. То есть у меня очень много и сейчас друзей турков, и как девушек, так и парней. То есть мы до сих пор поддерживаем связь. Ну, тех Благодаря турков, да? ним, да, Мгм. благодаря ним я до сих пор помню турецкий, хоть какая-то практика в общении. Поэтому в целом впечатление, во всяком случае, у меня такой круг общения, что есть как и такие консервативных взглядов люди, так и, наоборот, таких либеральных. То есть больше. разные есть. Очень разные. И А я вот- как бы обе стороны немножко и так знаю, поэтому в целом впечатления хорошие у меня, но я понимаю и других также. Так, ну я, скажем так, с теми людьми, с которыми мне было бы сложно, мне везло, и я особо не пересекалась. Так вот, На рынок не обходила. ходила, короче, да? Мы ходили, но мы ходили группой, поэтому как-то Мы получалось. сильнее были, да? А вот, допустим, вот вы идете там в кафе, там у вас там 5 человек. А есть там такое, что кто-то там закрывает счет, или каждый сам за себя платит? Вот с деньгами У как нас вообще? вот именно в моей компании было очень так... Мы могли заплатить друг за друга, но очень часто было такое, что мы вот потом делили, кто сколько вот действительно должен, вплоть до куруши. У меня подруга бывала, которая... Куруш это копейка? Да, копейки, которые там оставалось у нее условно там 25 курушин, она их должна была отдать, и у нас по этому поводу были постоянные споры, потому что, ну, так даже мелочности такой нету. Все Ну, наоборот, это постоянно. круто, мне кажется. Это Наоборот, круто. потом, понимаешь как? То есть сегодня у тебя есть настроение, да, там ты их простила, а завтра у тебя, ну, как бы думаешь, могла бы и заплатить, если честно. Бывает всякое. Что за человек? Вначале были такие больше сложности по языку, то, что как бы вообще то есть, Барьер, со да? мной постоянно кто-то был, чтобы
Была какая-то... Мне очень повезло, у меня вначале появилась подруга, с которой мы жили в одной комнате и до сих пор очень дружим. Она сама с Кавказа, черкешенка, но у нее один из родителей, отец, он турецкий черкес. То есть она хорошо знала, она жила примерно одинаковое количество лет и в Турции, и в России, да. И поэтому она знала и турецкий, и русский, и она мне очень много объясняла и поясняла Адаптировала, в общем, да, тебя. Ну, это турецкую круто. ментальность, культуру, поясняла, что я не понимала, была моим переводчиком в первый Нюансы, год, да. И это очень-очень помогало. Да, это вообще классно, когда есть человек, который может тебе... Она же тоже ментальность понимает. Ну, то есть мы хочешь не хочешь, у нас своя ментальность здесь, да, такая А намешана. вообще вот ментальность. Говорят, что мы с турками очень близкие ментально. Э, Мне кажется, мы разные Мы совсем. разные. Мы разные. Мне кажется, да. Да? Совершенно разные. Ну, а мы турков особо, я думаю, и не видели, если честно. Мы Ну, видели ну, пожилых здесь мы турков, общались. таксистов. Нет, здесь мы общались, ну, как бы Да знаем. нет, это тоже не считается. Чтобы, мне кажется, понять ментальность турков, нужно, во-первых, Нужно жить в там Турции и пожить, и путешествовать я по вот Турции, поэтому у ездить. вас спрашиваю. Вы тоже считаете, что? Есть что-то. Ну, на самом Такое. деле, ментальность их меняется в зависимости от региона. Да. Вот если поехать в Караданис, мы ездили там в Караданис. Кстати, вот с этим ансамблем мы очень много куда ездили, выступали. И вот в Караданис, например, люди совершенно другие. Ну, у них и речь другая, разговор другой, люди по своему какому-то наполнению совершенно другие, Это от них где веет чем-то Караденис? другим. Это где? На севере Турции, Ну, то есть это... омывающий, да, Черное море. Вот. А в целом, так, чтобы сказать, какие они, наверное, можно было бы, если сесть и задуматься, там, прописать все эти... Плюсы и минусы Создать поставить, портрет, да? да? Портрет турка. Ну, действительно, она же большая страна. Тут, в принципе, 50 километров проедешь, что уже другие люди после живут. Ну, Ну да, сколько миллионов? 80? 80 там есть. 80? Да. А турецкие сериалы смотрите? Нет. А почему, кстати? Чистосердечно нет. Ну, я начинала какие-то, вот последний, кстати, недавно мне посоветовали, совместно с Netflix снятый «Атье». Это какая-то такая мистическая история, триллер про Göbekli Tepe снимали они сериал. Ну, я посмотрела пару серий. Почему-то вот у меня с турецкими сериалами все равно не складывается. Они вот определенно хороши вот в этой бытовой теме, Да. сериалах, которые построены на быту, но почему-то не сложилось. Почему, Мне не кажется, знаю. многие именно из этой бытовой темы и смотрят. Вот этот уклад интересен, знаешь, там все-таки. И они же тоже красивую жизнь показывают все-таки. Какая-то витрина получается такая, да? Вот эта вот песня, которую ты поешь, кстати, пела главная героиня в сериале «Постучись в мою дверь». Мгм. Да, она там, ну, там такое тоже любовная история. Ну, я рассказываю так, потому что, ну, я смотрела этот сериал, так я его включаю на фоне и делаю там, готовлю, убираю, у меня обязательно что-то там на турецком должно звучать. И я эту песню вот услышала именно там. А потом начала гуглить, и оказывается, исполнительница не Фириде Зенит Булат. Нет, Ниль. И у нее очень длинная Очень фамилия, длинная, которую да, я фамилия. постоянно читаю, как Зовут ее первый раз. Ниль. Да. Мгм. А вот смотрите, интересно, знаешь, какой вопрос? Вот вы получили диплом, да? Турецкий диплом. Где вам открыты дороги с этим дипломом? То есть куда вы можете поехать без вот этой вот трансформации, адаптации, устроиться на работу и работать? Ну, практически везде. Ну, не уверена насчет Америки. Он прям котируется, да? То есть Он ты можешь поехать в котируется. Германию там работать? Это В Европе он европейского котируется, да. образца, да? Ну, диплом? единственное, там нужно ставить апостиль, да, на диплом, вот, подтверждать его, и, собственно, можно... Что с этим такое дипломом. подтверждать его? Это значит сдавать экзамены? Или Нет, что? просто... Они, наверное, запрос делают, просто в универ, что это не подделка, наверное, да? Ну, даже здесь, чтобы, например, показать кому-то диплом, нужно было его проапостилировать, подтвердить, отправлять. Апостилируешь ты в Турции его, В Турции я да, апостилировала, а тут ты отправляешь на... Я вот
сейчас не скажу точно, что-то вроде тождественности, что вот эти Да, вот да. предметы, вот столько-то, допустим, там по кредитам у нас кредитная система была, то есть мы должны за все время обучения набрать определенное количество кредитов, это сколько вот предмет весит, стоит, Ну, у нас как много бы, да. специалистов по кредитам, поэтому понимаем, о чем ты говоришь. Вот, и как бы вот это вот уравнивание некое по специальности Да, да. происходит. Но апостилирует это вот именно в стране, в которой ты берешь документ. А здесь ты сейчас сможешь вот пойти в какое-то государственное учреждение и устроиться архитектором, проектировщиком? Государственный учитель. На госслужбу, что ли? Так много таких. Думаю, да, после того, как вот подтвердится оригинальность этого диплома. Вот. Но в бюро, в котором я работаю, у меня даже не спросили про наличие. Не вот то чтобы про это наличие плохо. диплома. Это плохо, да. Надо проверять. А вдруг у тебя там распечатан на принтере диплом, и ты вот... Да, у вас такая атмосфера классная, творческая как раз, да? Как в видосах, знаешь, рекламная интеграция. Ну, вот все-таки вы молодцы. Ну, это не реклама, да. Я просто, несколько раз была у вас, и мне кажется, что вы молодцы. Ну, это важно вообще. то есть Это очень важно. работать. Да, внутреннее состояние. Ты среди, я не знаю, среди зверей вот так сидишь, да, весь скукожился, и тебе нужно еще что-то соображать, работать, придумывать. Или ты среди друзей. Вот, мне кажется, что вы там все друзья. Так ли это? Да, это определенно так. Но вот по сути я вот сейчас думаю, как так сложилось, что я осталась. Я же говорю, я вот вернулась в Крым и думала либо Турция, либо Европа. И тогда вот в бюро, в котором искали дизайнера интерьера, предложили проект. Я решила, почему бы не попробовать, попробовала, и потом оно все как-то закрутилось, завертелось. Ну и впоследствии того, что мы стали друзьями в этом бюро, я думаю, что я и осталась, собственно, потому Из-за что, этого, да? да, ну как бы атмосфера такая, что как бы ты получаешь удовольствие просто от присутствия, творческой атмосферы, ты что-то создаешь, вот. Ну и как бы момент того, что ты в кругу своей семьи, Ну да, да. чего тебе там не хватало там 6 лет, по сути, ты это Ну, компенсируешь в Турции сейчас. же этого не хватает, не хватало же, правильно? Да. Ну, мне кажется, это история о том, что подросткам, ну, все подростки разные, ну, я считаю, что я была подростком, там, в свои 17-18 лет, и будучи подростком, я думала, что у меня нет такой сильной привязанности к семье, к родителям, к близким. Ну, наверное, это можно понять только уехав. Ну Уехав, да, я то есть ты поняла, же насколько, самостоятельная вроде насколько как, да? сильно, да, я привязана Да. к родителям, к Крыму. В общем, давай под финалочку пару треков. Есть что еще исполнить? Из турецкого? Ну, турецкое мне нравится, я не знаю. Давай турецкое что-нибудь. Что хочешь. Да, вот что тебе... Да, что тебе Да. нравится? Наверное, спою то, что Из нравится Цоя есть тебе, да? что-нибудь? Это интересный такой круговорот турецких слов в этой песне смысловой, да? Аделя, наверное, знает, что я за песню собираюсь петь. Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk acısı yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün biter mi? Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Aşk acısı yanar yanar söner mi? Gönül yarası bir gün biter mi? Bekledi de gitti, ben beklemedim. O da
gelmedi ya. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Саунс, что пришли. Саунс. Очень было интересно послушать вас, пообщаться с вами. Вообще хорошо, что у нас есть такой, есть люди, да, но вы же молодежь, правильно? И мы тоже чуть-чуть. Молодежью считаются люди до 40 лет. 54 лет. Отлично! Напряжен был посмотрю. Хорошо, что у вас есть такой опыт, потому что, как показывает история, Крым всегда жил этим, да, что у нас были люди, которые ездили, перенимали опыт. И я уверен, и возможно, и я точно знаю, что этот опыт поможет в Крыму нам тоже. То есть мы-то все равно немножко местечковые, а вы уже Кстати, open mind. Кстати, многие из наших просветителей, да, светлых умов, тех людей, которыми мы гордимся, они все получали образование именно вот Истанбул, да. Анкара değil. Анкара, да. Kusura bakmayın ama. Саунс. Саунс. Siz de sağ olun. Sağ olun.